Всем привет, друзья! В эфире программа «Пропеллер». Привет! С дебютом. Да, с дебютом. Первый наш сюжет посвящен боди-арту. Я, если честно, до недалекого момента считала, что боди-арт — это именно роспись по телу, но оказывается, боди-арт — это также и другая модификация тела, такая как пирсинг и татуирование. Вот такой боди-арт, который мы приняли сейчас, зародился в 1960-х годах. Но тогда это было нисколько, не надо смеяться. Википедия, царица полей. Историю такую. Да не, она сама знает. Сегодня мы говорим в первую очередь, конечно, о росписи, да, и о каком-то виде макияжа. Героиня нашего сюжета готовила образ для Хэллоуина, и ее выбор пал на Катрину. Катрина — это мексиканская богиня мертвых. В Мексике в первых числах ноября проходит очень необычный праздник. Как называется День мертвых? Эта Катрина является каким-то таким вот символом этого праздника. Ну, кто, может быть, смотрел крайний фильм про Джеймса Бонда, тут там как раз начало фильма, это вот карнавал в Мексике. Но я лично никогда к Хэллоуину не относился как к празднику. Для меня это просто модный день, тусовочный. Ну да. Но то же самое, вот как Гикфест у нас прошел. Я знаю, что в следующем году он будет также, 9 октября Гикфест. И вот я знаю, что Хэллоуин также будет вот в 13-х числах, кажется, да? Или нет? В каких числах Хэллоуин? 31-го, по-моему, нет? Меня зовут Коняева Катя. Я учусь в 33-й школе в 10 классе. Основное мое занятие – это фигурное катание. А вообще боди-артом я начала заниматься только этим летом. Сначала, когда я только начинала заниматься боди-артом, когда рисовала только детей, пошла в магазин, просто купила там мелки, краску, начала рисовать и поняла, что это совсем не то, и мне совсем это не нравится. Начала искать в интернете и наткнулась на сайт, купила качественные материалы специально для грима, и вот теперь на них работаю. Сейчас нарисовала Катрину. Решили сегодня сделать какую-то хэллоуинскую тематику. До этого я рисовала в основном кошечки, собачки для детей. Это вообще было очень спонтанно. Я сидела в школе, мне позвонили за час и сказали: приезжай. Модель пропала. Я такая: хорошо. Решил заниматься этим, как профессионально. Чаще всего я снимаю либо какие-нибудь мелочи, которые обычно попадаются в глаза, либо портреты. Один раз я сижу с Егором, с фотографом, мы учимся в одном классе, сижу с ним за партой, сидим, в общем, на математике и думаем о том, чтобы бросить школу и уйти на заработки. Думаем, надо, в общем, организовать свою студию. И буквально через пару дней уже появилась и студия, и все, и клиенты первые. В целом я планирую дальше заниматься студийными фотографиями и выездными. Я думаю, что посвящу этому жизнь. Наверное, нравится преображать как-то людей. В последнее время в моей голове крутится мысль о том, чтобы пойти на визажиста когда-нибудь в будущем. И наш второй сюжет посвящен Тому, что я пил перед работой. Это был чай. Я люблю чай. С детства. Я с детства обожаю чай. Я люблю такой семейный чай. Заварка, вода и молоко. Я, на самом деле, предпочитаю именно чай мате. Который не чай. Мате? Почему? Это же Мате. одна из разновидностей чая. Нет. Все. Люблю зеленый чай, но я не пью вот просто чай. Кладу туда имбирь тертый, лимон, мед, что угодно. Такую смесь можно пить как зимой, так и летом. Невероятно вкусно и вкусно. Ну, тогда тебе понравится наш следующий сюжет, потому что героиня нашего следующего сюжета, Тая, приготовила нам два очень интересных напитка, которые сделаны на основе чая. Кстати, начал экспериментировать с чаем. Когда мне было? Нет, пробовать разные сорта, когда начал читать рэп. Пуэр, вот. Пуэрчик. Пуэр, да. Пуэрчик.
Ютубчик. У нас начали появляться еще чайные магазины, так все, заходил, так интересно, все, облепиховый, увлекался этим, потом все-таки перешел на обычный черный с молоком. И печеньку еще макаешь, потом, когда только кушать, она отламывается и падает туда. Чаю что-то придает. Печенистость. Ну что ж, дорогие друзья, мы пришли на чай. И сегодня мы будем готовить хэллоуиновский чай, не простой, а золотой. Да, сегодня я специально придумала для этого хэллоуиновского выпуска пунш, и мы будем готовить горячий, потому что как-никак осень, надо согреваться. У нас будет большой таз для пунша, как американцы. Сделаем просто в чайничке. Он у нас 600 мл идет. Для этого пунша нам потребуется морс. Морс из брусники, свежевыжатый апельсиновый сок, одного апельсина достаточно, и 30 мл клубничного сиропа. Специи любые. У нас цедра цитрусовых и гвоздика. Наполовину чай черный, брусничный морс мы наливаем наполовину. И наполовину у нас идет черный чай. И третий компонент – это апельсиновый сок, лучше свежевыжатый. И остальное дело – это специи. Специи у нас будет гвоздика. Где-то штучки 4, я думаю, хватит. И будет цедра цитрусовых. У меня цедра помела. Гигантский, желтый, грейпфрут, не знаю. Ну, ваши бабушки так делали. Отрезайте кожуру, очищайте от белой части. Она по-научному называется альбедо. Ее надо срезать, потому что она будет горчить. Нарезайте на полосочками. Лучше делать это вот такими ножницами. Они, по идее, для детей. Красиво, выглядит эстетично. И чтобы их удобнее было хранить в банке, я для удобства накручиваю на трубочки. Разные эфирные масла и, соответственно, очень разные оттенки вкусов можно получить. Теперь нужно это подогреть. Итак, мы вскипятили наш пунш. Да, теперь мы добавим сироп клубничный, примерно 30 мл. Добавляем апельсинки для украшения. Всякие штуки, которые невозможно из чайника потом выковырять, и они просто там остаются. Они лежат для красоты. Пунш готов. Все, что найдете в холодильнике, любые фрукты, чай, любой морс или сок, все это можно добавить в пунш, и это будет пунш. Ну, это более такой универсальный вариант, который подходит всем. Я в плане специй, повторюсь, я люблю добавить туда, допустим, красного перца. Собственно, интересен сам факт, что у нас действительно под чаем принято вообще называть любое какое-то зеленое растение. Любой горячий напиток, который не кофе, это все чай. Напитки, которые делаются не из чайного листа, это каркаде, это лапачо, ройбуш, катуаба, мате, ханибуш. Это тоже мы употребляем его, пьем как чай, но по сути это не чай. Иван-чай – это чай, хотя тоже как бы не чай. Ну, давай перейдем ко второму рецепту. Киви мы, кстати, добавляем чисто для украшения, потому что как такового вкуса киви он не даст, потому что в нем мало сока. И крыжовник, он у меня замороженный, где найти свежий, нигде. Заказать друзьям, которые едут откуда-нибудь из крыжовниковых стран. Да, добавляете по вкусу. И добавляем киви-сироп примерно 35 мл на такой литраж чайника. Если вы готовите это в домашних условиях, то вам не обязательно покупать вот эту литровую бутылку сиропа. Они в основном используются в профессиональных барах. Вместо сиропа киви можете добавить конфитюр. Добавляем мою любимую ромашку. И заливаем водой. Смело так же, как завариваете доширак, заливаете крыжовничный-киви чай. И добавляем яблочный сок. Это так он добавляет дополнительный цвет. Ну и вкус такой тоже интересно создает. Размешиваем. Из любого фрукта или ягоды. Вообще можно все что угодно придумать. Главное подобрать основу и правильно подсластить. Я вчера готовила чай с инжиром, например. Для меня попить просто черный чай это так скучно, поэтому я достаю свою коллекцию таких баночек такая. Это моя прелесть. У меня был такой интересный эксперимент. Этим летом я пробовала сделать сама чай. Там его нужно собрать, промыть, потом он должен пройти процесс завяливания и процесс ферментации. Это, кстати, очень интересно. Я прям увлеклась. Но по вкусу, в принципе, неплохо. Что ж, Тая, спасибо большое за приглашение. Мы обязательно попробуем такие рецепты дома. А мы продолжаем. Друзья, и наш заключительный сюжет посвящен работе звонаря. И неспроста, потому что у нас выпуск посвящен Хэллоуину, а, как известно, вся нечисть исчезает с первыми ударами утреннего колокола. Мы отправились в Преображенскую церковь, чтобы пообщаться с людьми, которые хорошо знают о работе звонаря, о нюансах, как правильно извлекать звуки. Там все на самом деле очень непросто. У меня всегда возникал вопрос, есть ли у них беруши? Вот если я слышу на расстоянии 300 метров, то вот как они там вот это все ощущают? Ну, честно сказать, во-первых, действительно очень громко. Мы спросили звонаря, и он сказал, что он не использует беруши, потому что легко привыкнуть. Хотя есть такие люди, которые там иногда используют. Кажется, все очень просто. Хотя на самом деле даже эти знания передавались из поколения в поколение. И сейчас действуют даже специальные школы, где обучают этому искусству. И
возрождают традиции. Самое главное, что я узнала, это, оказывается, что звонарями могут быть еще и женщины, а главное в возрасте от 12 до 65 лет. Нашего юнкора Таню Желобцову, кстати говоря, научили работать на колоколах, то есть возраст не помеха, и при желании можно научиться такой интересной профессии, как звонарь. Ну, то есть был настоящий мастер-класс. Да, и предлагаем вам его посмотреть. Каждую неделю диакон Александр и иродиакон Иоанн поднимаются на колокольню Преображенской церкви. Именно здесь рождается необыкновенная музыка колоколов, о которой мы и решили узнать подробнее. Вообще колокольня – это такой же музыкальный инструмент, как и скрипка, и фортепиано. Каждый колокол ответственен за определенный звук. В общем, они делятся на триольные, теноровые и басовые. Колокола – это не просто церковный атрибут. Издревле они служили для того, чтобы оповещать людей о церковном служении, о беде или радости. Наверное, главная особенность, что каждому моменту богослужения присущ определенный звон. Например, перед началом богослужения звонят благовесть, постепенные удары в большой колокол. На Пасху самый яркий звон бывает, его еще называют малиновый звон. Что написано на колоколах и кто там изображен? Там изображены иконы святых, изображение Спасителя. Конечно, есть такая традиция подписывать колокола именами пожертвователей, тех, кто помог отлить эти колокола. Играют только руками? Играют и руками, и ногами. На всех колоколах одновременно невозможно играть только руками. Для этого делают специальные педали. А как тут зимой? Зимой холодно, но если тепло одеться, то звоним. Стало интересно узнать о звонарском деле не только в теории, но и в практике. В этом нам помог диакон Александр. Малые колокола называются тройкой зазвонных. Часто их объединяют, и ими можно управлять одной рукой. А вот средние колокола подзвонные, по весу больше зазвонных. Они крепятся цепочками одним концом к языкам колоколов, а другим к звонарскому столбику. Большие колокола называются благовестники. Именно они чаще всего управляются педалями. А вы сами играете на каком-нибудь инструменте? Помимо колоколов, конечно, я играю еще на фортепиано, как любитель. Немного учился на гитаре играть. Самое сложное – это согласовать работу рук и ног таким образом, чтобы совпадал ритм, темп и громкость звучания всех групп колоколов. Вообще в музыке мне колокольный звон – это тоже музыка. Мне нравится то, к чему человек призван, к творению. Как Господь нас создал по образу и подобию, а образ и подобие отчасти заключается в умении творить. Ну что ж, дорогие друзья, мы напоминаем вам, что мы приглашаем всех желающих присоединиться к нам, поучаствовать в работе нашей передачи, поучаствовать в создании нашей передачи. Вот Лера сегодня у нас пришла и поучаствовала. Да, какие у тебя как впечатления? Очень клево. И надеюсь, я тут не последний раз. Друзья, приходите абсолютно все, всех ждем, будем пить чай, дружить, снимать, общаться. Много всего интересного у нас здесь происходит, и я все не буду говорить. А с вами была телепрограмма «Пропеллер». Увидимся через неделю. Пока! Всем пока! Пока-пока. Мы самая главная часть самолета. Якутский колледж инновационных технологий приглашает школьников 9 и 11 классов получить востребованные специальности: экономика и бухгалтерский учет, право и судебное администрирование, земельные и имущественные отношения, документационное обеспечение и управление, сервис на транспорте и операционная деятельность в логистике. ЕКИТ. Будущее в твоих руках.